Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как беременная лосиха попала сразу под два автомобиля. Она, считай, резко в мою сторону, лося зацепила, через нее перебросила. Животное скончалось на месте. Почему подозреваемого в краже леса в Набережных Челнах следователи хотели арестовать в Казани? Я простой юрист, ставлю подпись как доверенное лицо. В чем моя вина? И что из этого вышло? И каким образом несколько мужчин добивались стабильного дохода от одной из коммерческих структур Казани? Это не только в ближайшие 10 минут. Сразу два автомобиля насмерть сбили беременную лосиху на трассе М7 в Зеленодольском районе. Животное выскочило на дорогу, и сперва его по касательной сбила одна иномарка. От удара его отбросило на другой автомобиль. Лось скончался на месте. Сергей Хайдаров расскажет подробности. Ехал, вот она, считай, резко в мою сторону, лося зацепила, через нее перебросила и в меня прям. Водитель Джили рассказывает, он ехал в правой полосе. Впереди примерно в 10 метрах слева ехала Kia Rio. Животное, которое внезапно появилось из-за этой машины, он увидел в самый последний момент. Избежать столкновения было невозможно. Она, получается, зацепила ее и как-то развернула лося и в правую полосу кинула. Я на обочину принял и, получается, вот не увернулся. Зацепил, да. И вот в кювет уехал. В машине находилась вся семья, муж, жена и маленький ребенок. Люди сильно испугались, но, к счастью, никто не пострадал. В автомобиле товарищей, по несчастью, тоже ехало 3 человек. Девушка за рулем Kia от комментариев отказалась. Но, как рассказали очевидцы, животное выскочило на дорогу стремительно. Удар пришелся по касательной, иначе последствия могли бы быть куда плачевнее. Избежать наезда на животное шансов у девушки было мало. Тем не менее, санкции за подобный инцидент весьма серьезные. Животные не знают, что такое скоростной режим. Переходит за эту дорогу. Но кто-то не успевает затормозить. Результат налицо. Сбитый лось, погибшее животное. Сейчас, это будет чистый вопрос. Штраф данному товарищу, кто не соблюдал данный момент. Около 40 тысяч. Погибшей лосихе было примерно 4 года. Как на месте установили специалисты, она была беременна. Совсем недавно у этих животных закончился брачный период. Брачный период практически прошел. И в данный момент, там у нас в нашем районе вот такие вот коровы, 2 лосенка минимум, порождают на свет. Таким образом, пострадавших в этой аварии теоретически может быть больше. Все станет известно позже, когда сбитое животное осмотрит ветеринар, после чего лосиху захоронят. В Зеленодольском районе подобный случай уже 8-й за год. Кто понесет ответственность и в каком размере будет выплачиваться штраф, решат следственные органы и суд. Сергей Хайдаров, Алла Рыкова, Азат Самигуллин. Вызов 112. На пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе столкнулись Лада Гранта и Лада Калина. Гранта двигалась по Фрунзе, на перекрестке в ее правую пассажирскую дверь влетела Калина. Удар был сильный, одну из машин откинуло на бордюр. Вероятно, один из участников ДТП попытался проехать на красный. Но вот кто именно, водители решить так и не смогли. Видеорегистратора ни у кого не оказалось, поэтому доказывать свою правоту автоинспектора пришлось вербально. В Казани скончалась одна из 3 пострадавших, сбитых на автобусной остановке. Напомним, страшная авария произошла днем 14 ноября. «Шкода Октавия» после столкновения с автомобилем «Хонда» снесла людей, ждущих автобус. В результате аварии всех 3 пострадавших доставили в больницу. 2 17-летние девушки получили сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой голени. И закрытый перелом обеих голеней. 78-летняя пенсионерка, получившая тяжелые травмы, скончалась в больнице. Казанские автоинспекторы выявляли водителей, не пропускающих пешеходов. Местом выбрали проезды на улице Залесная. Именно там за последние 2 недели произошли смертельные аварии. Первое ДТП произошло 31 октября. Пешеход, получивший травмы, скончался накануне в больнице. Еще один наезд на той же улице произошел 12 ноября. Шансов выжить у пешеходов не было. Сейчас автоинспекторы особенно уделят внимание местам, где произошли наезды со смертельным исходом. В рамках декадника пешеходный переход отрабатываются места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В частности, улица Залесная, особенно местные проезды. В связи с вступлением в законную силу федерального закона 301 ФЗ административный штраф за непредоставление преимущества пешеходам составляет от 1500 до 2500 рублей.
Не успели добраться до советского суда. Судебное заседание по делу об участниках международной группы наркоторговцев снова перенесли. Двоих подсудимых не успели этапировать из Москвы в Казань. Всего в деле 7 обвиняемых, 3 из которых граждане Китая. Они подозреваются в поставках в Россию из Китая крупной партии наркоконцентрата. Общий вес изъятых наркотиков составил 1255 килограммов. Если большинству участников группы грозят значительные сроки заключения, то гражданам КНР повезло меньше. На их родине за подобное преступление предусматривается расстрел. В случае удовлетворения официального заявления они будут экстрадированы. Сегодня Советский суд Казани избрал меру пресечения Альберту Халиуллину, юристу одной из набережно-челнинских компаний. По версии следствия, он причастен к хищению лесного участка в Елабужском лесничестве и 2 участков в Набережных Челнах. Ранее следователи уже обращали в суд для избрания ему меры пресечения, однако суд не усмотрел в этом необходимости. Сегодня следователи обратились с ходатайством во 2-й раз, мотивируя это тем, что подозреваемого уже приходилось объявлять в розыск. Айрат Назипов о самом деле и о сегодняшнем решении суда. То, что я простой юрист, ставлю подпись как доверенное лицо, в чем моя вина? Свою вину в инкриминируемых делах Альберт Халиуллин так и не признал. По версии следствия, в 2012 году юрист одной из компаний вместе со своим знакомым Айратом Марданшиным, он сейчас под домашним арестом, похитил участок Елабужского лесничества площадью почти 34 тысячи квадратных метров. Следователи уверены, покрывали их в этом неустановленные высокопоставленные чиновники Автограда. Также следствие подозревает Альберта Халиуллина в причастности к другому преступлению, совершенному годом позже. Тогда, по материалам дела, группа лиц похитила 2 земельных участка площадью 40 тысяч и 5,5 тысяч квадратных метров в Набережных Челнах. В хищении участвовали чиновники местного исполкома, с которыми группа лиц вступила в сговор. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей. 75 миллионов по справке, по второму 136 миллионов. Да. А из них часть какая-нибудь погашена? Нет. Не погашена? По вот этому второму делу это чисто хозяйствующая сделка между нашим юридическим лицом и турецкими партнерами. Обыкновенная сделка по договору купли-продажи права аренды. В отношении задержанного было возбуждено 2 уголовных дела по статьям мошенничества и превышение должностных полномочий. Следствие просило суд арестовать фигуранта до 22 декабря. Апеллировали тем, что юрист не являлся на допросы и даже уезжал из города. Мужчину объявили в розыск. Сам Халиуллин объяснил это тем, что меры пресечения в отношении него не было. Он находился в командировке и, узнав о розыске, тут же приехал к следователю добровольно. Повестки обезличены или их получал кто-то из соседей, где стоит чья-то Там в фамилия? рапорте указано, что соседей не было, и повестки никому вручены не были. И, соответственно, вручить не удалось. О чем составлен рапорт, что вызвать его не представляет возможность. В целом в подъезде никого нет соседей, получается, да? Приняв во внимание мнение всех сторон, суд отказался арестовывать Альберта Халиуллина. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Ломали мебель, толкали сотрудников и всячески пытались заставить платить деньги. Полицейские Татарстана задержали группу мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у владельца одной из букмекерских контор Казани. По версии правоохранительной, задержанные имеют за плечами богатый криминальный опыт. Тему продолжит Альбина Минибаева. Всех 3 полицейские задержали с поличным. Подозреваемые на протяжении 2 месяцев использовали одну и ту же схему. Приходили в букмекерскую контору с угрозами, но получить деньги за представление им так не удалось. В ходе следствия установлено, что с июня по август 2017 года обвиняемые неоднократно под угрозой физической расправы и порчи имущества требовали ежемесячно выплачивать им по 50 тысяч рублей. Мотивируя это тем, что бизнес осуществляется на подконтрольной группировке территории. Для подтверждения серьезности своих намерений они неоднократно демонстративно осуществляли порчу имущества фирмы. Нежданные гости разбивали мониторы и ломали мебель, причинив ущерб на сумму 75 тысяч рублей. Доставалось и работникам заведения, их толкали и хватали за руки. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163, это вымогательство, и частью 2 статьи 213, это хулиганство. Всем обвиняемым решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все 3 уже привлекались к уголовной ответственности. 31-летний активный участник группировки, по некоторым данным, сын убитого в 1993 году в Москве лидера ОПГ. Он был судим за побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Его 27-летний предполагаемый подельник по кличке Сафа отбывал наказание за кражу и грабеж, а их 22-летний коллега Архан за грабеж. Полицейские уверены, задержанные могут быть причастны и к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от их действий, стражи правопорядка просят обращаться по телефону, указанным на экране. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов себе. Вдруг она его примет.